Benvenuti nel TG Russo. В студии российских теленовостей вас приветствует Оксана Гапала. В Сургутской и Среднеуральской ГРЭС запущены современные энергоблоки. На двух крупных российских электростанциях 25 июля были запущены новые блоки, построенные по современным технологиям. Эти силовые установки, вошедшие в состав единой энергетической системы России, производят больше энергии и отвечают самым строгим экологическим требованиям. В церемонии запуска при помощи видеоконференции принимал участие Владимир Путин и представители западных компаний, которые инвестируют в российскую энергетику. Мне очень приятно отметить, что и на Урале, и в Сибири осуществляется работа на самом высоком технологическом уровне. Очень важно, что в обеих точках большое внимание уделяется вопросам сохранения природы и соблюдению экологических стандартов, заявил глава правительства. Также в 2011 году новые блоки введут на ГРЭС в Пермской и Краснодарском краях, в Ленинградской и Калужской областях. Как было заявлено в правительстве, энергетическая отрасль – одна из тех, где программа модернизации реализуется хорошими темпами, при этом с акцентом на экономии и экологической безопасности. В четверг, 28 июля, в России, Беларуси и на Украине отмечали День Крещения Руси. В России праздник получил статус государственного год назад. В современной истории эта дата стала символом духовного единства братских народов. О том, где именно произошло крещение Руси, историки спорят столетиями. Официально русским Иорданом принято считать Днепр. Но если вчитаться в летопись временных лет повнимательнее, говорят богословы, выяснится, что жители древнего Киева в 988 году крестились в водах другой реки, Почайны, которая в начале 20 века измельчала и высохла. Обряды крещения в Киеве проводились еще за полвека до правления Владимира. Первый православный храм, Свято-Ильинская церковь, был возведен еще киевскими князьями Аскольдом и Диром, а княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, приняла православие в 957 году. Однако апогеем стало Владимирово крещение. По словам историка, главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, оно является проявлением исторического выбора всего русского народа, который никто не может ни отметить, ни опровергнуть. Официальные торжества начались еще в среду с молебна на правом берегу Днепра у памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Богослужение провели предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл и митрополит Киевский Владимир. В этом году в празднике впервые принял участие католикос Грузии Илья II, прибывший на Украину по приглашению предстоятеля Русской Православной Церкви и митрополита Украины Владимира. Комментируя участие Ильи II в торжествах в Киеве в Московской Патриархии, подчеркнули важность единства православного мира и общности его святынь. А патриарх Кирилл отметил, что хоть и существуют трудности в отношениях между Россией и Грузией, но не существует принципиальных разногласий между двумя братскими православными церквями. 28 июля торжества начались с молебна на Владимирской горке у подножия памятника Крестителю Руси. Праздничную службу провел предстоятель Русской Православной Церкви вместе с митрополитом Киевским Владимиром и католикосом-патриархом Грузии Ильей II. Обращаясь к верующим, патриарх Московский и всея Руси отметил, что выбор князя Владимира определил судьбу крещенных им земель на тысячелетия. Поэтому все православные народы, по словам Святейшего, должны жить в духовном единстве, невзирая на государственные границы. Сила, Святая Русь, которая живет в наших сердцах, умах, это никакая не ностальгия по прошлому. Это духовный генетический код, который мы впитываем с молоком матери. Система духовных ценностей, которая объединяет наследников Святой Руси, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На молебен под открытым небом собралось несколько тысяч верующих. Многим приходилось занимать места с раннего утра. Торжества, посвященные 1023-й годовщине крещения Руси, будут продолжаться сегодня, 28 июля, весь день. В первой половине дня на Соборной площади Киево-Печерской лавры прошла и божественная литургия. Вечером в столицах сразу 3 стран – Киеве, Москве и Минске – всех порадовали многочисленные концерты с участием богословов и популярных светских артистов.
Дмитрий Медведев подписал 3 закона, которые касаются проведения предстоящих выборов. На встрече с представителями ЦИК и региональных избирательных комиссий президент сообщил, что подписал 3 закона, касающиеся проведения предстоящих выборов. Все они направлены на дальнейшее совершенствование политической системы страны. Один из документов регламентирует процедуру голосования вне избирательных участков. Также партиям предоставляется возможность самим определять кандидатуры на освободившиеся места в региональных парламентах. 3-й закон устанавливает единые формы подписных листов. По мнению главы государства, законы позволят, в частности, снизить число нарушений законодательства о выборах. Дмитрий Медведев призвал участников встречи со всей ответственностью отнестись к подготовке нынешней избирательной кампании. Выборы любого парламента – это всегда серьезная и подчас очень жесткая политическая борьба, сказал Дмитрий Медведев. И здесь всем вам требуется твердая гражданская позиция, а подчас и человеческое мужество. От вашего профессионализма, от вашей честности прямо зависит доверие людей к нашей избирательной системе, а значит, к результатам выборов. В конечном счете, стало быть, доверие к власти в целом, подчеркнул президент. При этом он напомнил, что выборы президента состоятся в марте следующего года. В четверг в Екатерининском зале Кремля наградили выдающихся россиян. На торжественной церемонии президент вручил государственные ордена и медали почти 40 россиянам. Высшую награду России – золотую звезду героя – из рук президента в Кремле получил летчик-испытатель Сергей Богдан. Среди военных старшего поколения был отмечен маршал Советского Союза, ветерану 3 войн Сергею Соколову, которому в июне исполнилось 100 лет. Присвоен орден Александра Невского. Орденом мужества наградили Галину Казакову, которая занимается дезактивацией радиоактивных отходов. И однажды она предотвратила серьезное экологическое загрязнение. В Екатерининском зале собрались люди разные. У каждого своя судьба и своя трудовая биография. Известный нейрохирург Владимир Крылов уже много лет оперирует в институте имени Склифосовского. У него и коллег нет права на ошибку. Все, что связано с человеческим мозгом, слишком хрупко. Но здесь научились делать невозможное. В Екатерининском зале Кремля порой не стоило объявлять имен награждаемых. Звучавшие всеми узнаваемые аранжировки из спектаклей, песни и мелодии говорили о том, кто должен был выйти на сцену. Народная артистка Вера Васильева, композитор Оскар Фельдсман, руководитель хора имени Пятницкого. Государственными наградами в Кремле наградили сегодня известных журналистов. Орден почета президент вручил главному редактору еженедельной газеты «Аргументы и факты» Николаю Зятькову. Ордена за заслуги перед Отечеством 3-й степени был удостоен и известный политик, вице-спикер Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Президент напомнил, что в следующем году страна отметит 1150-летие зарождения российской государственности. И в том, что Россия продолжает успешно развиваться, большая заслуга всех присутствующих. На этом все. Благодарю за внимание. Увидимся на следующей неделе. Grazie per l'attenzione, ci vediamo settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con il patrocinio di Istituto di Cultura Russa Michail Lermontov di Napoli.